Высокое качество продукции тестовой линии по производству детского питания в агрокомбинате Центароевский российские эксперты ранее оценили на отлично. Сегодня в этом убедился лично глава республики. Сотрудники комбината рассказали ему о том, что в скором времени ассортимент расширится. Здесь будут производить фруктово-молочные смеси, соки, пюре и детские консервы. Продукты для малышей будут поставляться не только на прилавки чеченских магазинов, но и в регионы России. Особая сертификация детского питания, особая сложность сертификации, это она затрудняет. В общем, это проходит в Москву, специалисты приехали, посмотрели, одобрили. Емкость рынка 80% мы завозим детское питание в России, поэтому емкость рынка есть. Со сбытом, думаю, проблем не будет, только будем сейчас линейки увеличивать. Глава Чечни дал положительную оценку работе комбината. Он отметил, что новая линия должна производить детское питание только высокого качества. И подчеркнул, что дети – это наше будущее. И от того, какими будут инвестиции в их здоровье, зависит здоровье всей нации. Затем Рамзан Кадыров оценил и продукцию фабрики восточных сладостей. Здесь для гостей организована выставка, где любой желающий мог попробовать продукт отечественного производства. Выставилось рядом, привыкли закупать, вот мы все знаем, на все 100% экологически чистые добавки. Вот мы все понимаем, закупаем, не знаем что. Турецкий сладость, сладость, а у нас все есть. Выставилось рядом, кроме нашей продукции ничего не должно быть. Глава республики отметил, что предприятие изготавливает только экологически чистую продукцию, поскольку все этапы производства, посадка саженцев, переработка сырья и конечный выпуск проходят на месте. Мы слышим каждый день про новых санкций. И они запрещают нам вывозить и к нам завозить. Поэтому руководство государства поставило такую задачу, чтобы мы быстро приняли решение про адаптацию, импорт-замещение. И поэтому правительство Чеченской Республики занимается в первую очередь сельхозпродукцией, потом и промышленностью. Мы открываем и кирпичные заводы, мы заложили и цементные заводы, закладом все отечественное наше. И я уверен, что и этому последуют все. Мы должны и строить экономику, мы должны строить и социальное направление, и мы должны параллельно строить и безопасность. Поэтому сегодня на, так скажем, таких объектах, на промышленных, так скажем, а вчера на военных объектах, завтра другие будут объекты. И вот так и строим мы нашу мирную, так скажем, перспективную, процветающую будущее. И для этого руководство государства создано все условия. Вот сегодня мы увидели столько продукции. Я просто рад, я счастлив, что мы смогли этого добиться. Это очень было трудно. Мы попали как раз под это, знаешь, как скажем, евро, интеграции, доллар поднялся, евро упал, рубль поднялся. И хорошо, что мы успели закупить все оборудование и подготовить наших специалистов, благодаря, так скажем, итальянцам, украинцам. Мы подготовили хороших специалистов своих. До конца этого года это предприятие даст больше 400 рабочих мест. Идет тестирование, детское питание. Я думаю, что уже они получат сертификат. Сегодня все специалисты, не только российские, и европейские специалисты дают характеристику на все 100% самое лучшее детское питание. И сладости восточные, и мясопродукты, и соки наши натуральные свои, и минеральные воды, и воды горные. Все у нас самое лучшее. Агрокомбинат в Гудермесе оснащен самым современным оборудованием по производству экологически чистой овощной и плодово-ягодной продукции и соков. Здесь также налажена линия по производству компотов и маринадов. В Москве, даже в других государствах уже знают нашу продукцию, не только напитки, и молочные продукции знают, и мясные продукции знают. И кондитерские направления, и очень отзывы хорошие, потому что я лично сам занимался этим, и у нас добавок химических таких у нас нету. У нас все чистое, свое экологическое. Здоровая пища, здоровый дух, здоровая нация. Поэтому только так мы можем строить
наше будущее. И поэтому мы очень много делаем для того, чтобы у нас было все свое и чистое. Открытие новых производственных линий позволило создать новые рабочие места. Сейчас для цеха детского питания необходимо подготовить лаборантов, которые будут проверять продукцию перед ее массовым выпуском. Луиза Батыжева, Ибрагим Налаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.